В Доме культуры «Горизонт» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню дошкольного работника. В зале собрались воспитатели, преподаватели, педагоги и другие труженики сферы образования Сосногорска и района. Их поздравила заместитель руководителя администрации по социальным вопросам Наталья Кирсанова. За этот труд благодарим вас, за то, что вы формируете будущее нашего района, нашей республики и нашей великой страны. С праздником вас, дорогие педагоги! Героев праздника наградили благодарственными письмами и грамотами. Любовь Ухановой вручили почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации. С детьми она работает 34 года. Начинала воспитателем, сейчас учитель-логопед в саду компенсирующего вида. Свое дело Любовь Николаевна считает призванием и точно знает, во имя чего трудится. Лица детей, которые глаза, их глаза, в глазах все. Все то, что мы можем дать, и их любовь к нам. Отдача, доброта, отзывчивость. Наверное, вот это самое главное. Ольга Ананина – руководитель студии современного танца «Вдохновение» и представитель педагогической династии. Любовь к танцам привела мама, преподаватель хореографии. В коллективе у Ольги Владимировны дети с 3 до 17 лет. Работа с детьми, она дает, мне кажется, многое. Ты, во-первых, не стареешь, ты такой же, как ребенок, и, наверное, черпаешь что-то интересное. Дети – это очень интересное создание, и черпаешь оттуда много, что можно узнать и дать им. Они как губка впитывают, это здорово, прекрасно, когда ты видишь, когда дети перевоплощаются и дарят тебе радость не только мне и зрителям, это вообще здорово. Педагоги относятся к своей работе с трепетом. Не зря профессию учителя называют одной из самых гуманных. Ее представители уверены, идти в образовательную сферу нужно только по зову сердца. Это работа такая, что ее надо любить. Любить надо детей, любить надо свою работу, любить надо жизнь, быть всегда на позитиве. Поэтому с детьми не бывает скучно. Дети такой веселый, интересный народ, а с ними нужно вместе развиваться, быть в тренде, как сейчас говорят. Поэтому эта работа такая вот интересная, замечательная. Подарком в профессиональный праздник для педагогов стали творческие номера артистов города, а также специально приглашенные гости – солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Ученики третьей школы побывали на экскурсиях в обновленном центре Коми и национальных культур. Сотрудники показали ребятам кабинеты автономий, в каждом подобие музея. Казаки из общества станицы Сосногорска общими силами собрали историческую экспозицию. Награды, оружие, иконы, одежду. Раньше здесь был порох и пуля. Козырь доставался, верхняя часть была, пуля находилась, в нижней части засыпался порох, пыжом утрамбовывался, пуля взрывалась, пыжом утрамбовывался. Был выстрел. Ученики 8 класса побывали в гостях у автономии украинцев. Школьники пообщались с ее председателем и смогли сделать фото в национальных венках. Сегодня состоялась в нашем центре, в нашей украинской хате, первая пробная экскурсия. Она носила форму «вопрос-ответ», «вопрос-ответ». Меня очень это понравилось и порадовалось то, что ребята знают историю не только нашего государства России, вернее, ихней, но и историю Украины. Преподаватели отмечают удачное расположение нового центра поблизости от их школы. В районе как раз не хватало досуговых учреждений. Теперь ученики смогут посещать увлекательные мероприятия, приобщаясь к многонациональной культуре родного края. Вообще замечательно, что в Сосногорске непосредственно в близости от учебного заведения появился такой замечательный центр культур, центр наций, потому что в нашей республике проживает огромное количество представителей различных национальностей. Конечно, это воспитывает в детях прежде всего, открывает в них доброжелательность, уважение к народам, которые есть вокруг нас, и вообще помогает в детях раскрыть хорошее, позитивное, доброе. Ребята оценили новый центр. Учителя также рассказывают им на классных часах, как важно знать историю своего края и культуру других национальностей. Мне очень нравится, потому что всегда интересно узнавать о том,
как живут народы, что они делают, что они носят, что они едят, из чего они пьют. Вот сейчас рассказывали про посуду из рогов, очень интересно. Важно помнить о своих предках, о том, где они жили. Да вообще важно помнить о любой истории, ведь это часть нашей жизни, часть жизни наших предков. У сотрудников центра уже составлен план мероприятий на ближайший месяц. Уточнить информацию можно по телефону 5 40 07. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Пользователи социальных сетей задались вопросом об отсутствующих качелях в мини-парке «Гномики». Напомним, благоустройство общественной территории прошло в 2019 году, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Здесь отреставрировали фигуры 7 гномов и установили скульптуру «Белоснежка». Обустроили наружное освещение, а также приобрели детский игровой комплекс. К площадке, особенно качелям, некоторые посетители отнеслись недобросовестно, поэтому оборудование пришлось демонтировать. Каждая качель, паутинка, рассчитана на возраст от 3 до 14 лет и имеет ограничение по весу до 80 кг. Ввиду несоблюдения установленных правил эксплуатации оборудования было повреждено. На сегодняшний день детское игровое оборудование в количестве 2 штук было демонтировано. И также была повреждена качалка-балансир, которую пришлось демонтировать в связи с невозможностью ее восстановления. Как отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, все игровое оборудование будет отремонтировано. Но работы необходимо проводить совместно с заводом-изготовителем. Все оборудование, расположенное в мини-парке «Гномики», находится на гарантии завода-изготовителя, и просто так его взять и отремонтировать невозможно без уведомления поставщика. Нами было направлено уведомление, и теперь мы ждем, когда приедет представитель завода-изготовителя. А пока будем готовить все необходимые документы. Качели обязательно отремонтируют. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Второклассники городской гимназии побывали на Сосногорской дистанции пути. Ее работники рассказали ребятам о правилах поведения на железной дороге. Помните, что в зоне повышенной опасности, в зоне движения поездов, нахождение без взрослых опасно. Не ходите по железнодорожным путям, не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах, только по специально оборудованным переходам. Также дети посмотрели мультфильмы о безопасности на путях. Такие экскурсии с лекцией проходят здесь дважды в год в рамках месячника «Железная дорога не для игры». Знаю, что дети в восторге от подобных мероприятий. Также посещаем школы Сосногорского района, Уктинского района с подобными лекциями. Также объясняем детям, как себя вести в пределах железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники проводят беседы для школьников с 1 по 11 классы и воспитанников детских садов. Материал ребята усваивают на 5 с плюсом. Нельзя наушники слушать, играть в телефон нельзя на дороге, когда идешь на дороге, переходишь. И если там прийти, можно насмотреться, наслушаться, а там поезд проедет, а мы будем слушать и смотреть, мы не увидим, что там поезд. Некоторые настолько проникаются работой на железной дороге, что готовы выбрать ее делом своей жизни. Например, Максим задумывается о профессии машиниста грузового поезда. Правила безопасности он тоже знает наизусть. Нельзя разбегаться, можно потеряться, и за линию желтую нельзя выходить, потому что поезд может подъехать с большой скорости и упасть. В завершении экскурсии ребят ждет самое интересное – поездка на Матрисе – рельсовом автобусе для рабочих целей. Школьникам показали, как управляется этот транспорт, и прокатили в Ухту и обратно. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.